С апреля этого года пособие безработным начисляется по новым правилам. Такие временные изменения внесли в условиях пандемии. Так, до конца года максимальная сумма увеличена с 8 до 12 130 рублей в месяц. Уволенным с марта текущего года пособие за апрель, май, июнь назначается в максимальном размере. Одному из родителей, уволенному с марта, в апреле, в мае и июне назначается доплата в размере 3000 рублей на каждого ребенка. Мера поддержки для жителей пришлась кстати. Вот только жалующихся на то, что им поступила маленькая сумма денег, очень много. Специалисты объясняют, они работают строго по закону. И тут, как и везде, есть свои нюансы. Расчет безработицы ведется со дня подачи заявления. Именно с этого момента и поступают начисления. Как только с человеком отработали положенные 11 дней, его признают безработным, только с этого дня идет начисление. Дело в том, что если человек стал 25 числа месяца, он получит до конца месяца за 5 дней. Конечно, в итоге при перерасчете он получает полную сумму. Причем деньги по безработице выплачиваются 2 раза в месяц, в начале и в конце. Более того, заявители должны отмечаться в службе занятости, чтобы специалисты знали, нашел ли себе гражданин работу. Здесь принцип такой. Вот отработали вы 15 дней, будем говорить условно, вы получили за свое, то есть вы являлись безработным 15 дней, через 15 дней вы ко мне подошли, вам сделали отметку, подтвердили, что вы безработный, вам делают начисление. Вторую часть, 15 дней, вам тоже делают начисление за остальные 15 дней. Это называется 2 раза делать перерегистрацию. В зависимости от того, когда вы подали заявление. Опять это очень важно, когда вы подали заявление. С сентября минимальный размер пособий по безработице будет равен 1500 рублей. Однако максимально остается таким же, то есть 12 130 рублей. По минималке у нас проходят люди, которые не работали более года, люди, потерявшие квалификацию, люди, у которых не было заработной платы в течение года. К максимальщикам относятся люди, которые потеряли работу с 1 марта 2020 года. Они получают 12 130, вне зависимости от того, сколько он проработал. Это исключение сделано для наших граждан в связи с пандемией. И люди, которые имеют 26-недельный срок работы. Всего на портал «Работа в России» от Ингушетии было подано без малого 65 тысяч заявлений. Из них официально были признаны безработными почти 58 600 человек. По 3000 рублей получили более 60 тысяч детей в регионе. 1 сентября в автоматическом режиме все расчеты будут приостановлены, и оплата будет уже производиться только тем гражданам, которые уже подали заявление, успели, будем говорить так, успели подать это заявление через портал госуслуги в центре занятости. Найти работу – это, пожалуй, главное, говорят специалисты службы занятости, а пособие по безработице – лишь временная поддержка, пока человек в поиске. Правда, многие этого не понимают. Регистрация, учет и все проверки проходят через электронную базу. У сотрудников есть все данные, поэтому ошибок быть не должно. Тем не менее, за любыми возникающими вопросами можно обратиться в Министерство труда Ингушетии. Зелимхан Калуев, Асхаб Белакиев, Новости 24.